Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Петров Николай Валерьянович, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашской Республике по надзорной деятельности. Мы хотим сегодня рассказать вам о ситуации с пожарами в республике, и в том числе в городе Канаше, который нас беспокоит. Наблюдается в этом году у нас двойной рост пожаров, более 1000 пожаров в этом году произошло. Погибло на сегодняшний день 41 человек, травмировано 54 человека. Из них 2 детей погибли в городе Новочебоксарске в этом году. Причина гибели детей банальна, это детская шалость с огнем, а этому способствовало оставление детей без присмотра со стороны родителей. В этом году у нас произошло уже 20 пожаров по причине детской шалости с огнем, то есть то, где мы с вами не дорабатываем. А с детьми надо работать, начиная с детсада, продолжая в школе и заканчивая, может быть, даже в университетах. То есть предметы ОБЖ, преподавание на уроках труда, это все сказывается на безопасности человека, в том числе действия при пожаре. Если брать город Канаш, то у нас произошло 24 пожара в этом году. Погиб 1 человек. В Канашском районе произошло 43 пожара, погибло 4 человека. Рост по Канашскому району идет в 4 раза погибели. Что хочется сказать в данном случае? Это то, что почти большинство пожаров, почти 90% пожаров происходит по рукотворной причине человека. 20-23% пожаров происходит по причине нарушения правил устройства эксплуатации печей. 25-27% пожаров от общего количества происходит по причине нарушений правил устройства эксплуатации электроустановок. И порядка 30%, туда относится в том числе и курение, это неосторожное обращение с огнем. И вот в сумме получается 90% это то, что можно избежать, зная элементарные требования правил пожарной безопасности. Как действовать при пожаре в том числе, как действовать при задымлении в квартире, в доме, на предприятии. Также хочется сказать, что мы очень много внимания уделяем работе с детьми в школах, в загородных лагерях в летнее время. В каждую смену обязательно проводим инструктажи с персоналом, проводим какие-то игры, викторины со школьниками, с учащимися, разыгрываем какие-то подарки, призы, чтобы они были заинтересованы в работе с нами. У нас в каждой школе есть дружина юных пожарных, куда входят дети до 17 лет. Они помогают нам в работе по борьбе с пожарами, по профилактике пожаров. Это очень большой пласт детей, которые заинтересованы в работе с нами. Потому что это те люди, которые в перспективе могут поступать в пожарные технические учебные заведения МЧС России, благодаря нашей квоте МЧС России по Чувашии. Если брать по отдыху детей, то, конечно, мы очень много внимания уделяем безопасности на воде. Вообще МЧС России поставила такую задачу каждого ребенка обучить плаванию за летний период. Поэтому там, где есть естественные водоемы, происходят занятия на естественных водоемах. Где есть бассейны, то туда возят детей, и мы, соответственно, там принимаем участие в обучении плаванию детей и оказании первой помощи на воде. Это очень большой объем работы, очень большая ответственность, в том числе и сотрудников МЧС России. Если говорить про нахождение при пожаре в жилом секторе, в домах, в квартирах, то у нас порядка 88-85% происходит в жилье пожары. Большинство горит жило, и, к сожалению, в сельской местности происходит пожаров и погибших людей больше, чем в городах. Что хочется сказать в первую очередь гражданам. Если вы заметили дым, возгорание в подъезде, если на квартирном жилом доме, то максимально нужно успеть эвакуироваться на улицу. Если уже вы открыли дверь и не можете выйти в подъезд, то нужно дверь закрыть плотно, смочить косяки дверей, положить тряпку увлажненную, чтобы она не пропускала дым, и открывать окна и как можно быстрее кричать о помощи, звать о помощи и звонить на 01 или 101 в пожарную службу.
Если все-таки вы сумеете эвакуироваться и выйти из подъезда, так как дым идет вверх, да, мы знаем об этом, то максимально, когда вы спускаетесь вниз на первом этаже, нужно предупредить всех соседей, пробегая мимо соседних квартир, позвонить, постучать и бежать дальше, чтобы других предупредить, что случился пожар. В первую очередь задача пожарной охраны – это спасение людей. Это первая задача. И лишь потом только тушение пожаров и спасение товарно-материальных ценностей. Прошу на это обратить внимание граждан, что пожар легче предупредить, чем потушить. Но если вы уже начали тушить пожар, то не оставайтесь с огнем один на один. Это очень опасно. И любой огонь, когда он больше 3-4 квадратных метров, когда уже горит полкомнаты, вам его не в силах потушить. Нужно вызывать пожарную охрану и успеть эвакуироваться на свежий воздух. Это основная задача гражданина. Ну а для того, чтобы потушить пожар на начальной стадии, необходимо иметь в каждом жилье наименьшие требования, которые определяются для оборудования. Это огнетушитель пожарный. Пожарный огнетушитель, кошма, шланг с водой, чтобы успеть потушить огонь на начальной стадии. Вот. Если у вас отсутствует, конечно, огнетушитель, то вы, соответственно, не сумеете потушить огонь. И ваша первая задача – это предупредить соседей, позвонить 01 и выходить на улицу. Если уж говорить о профилактике пожаров, то профилактику пожаров МЧС России ведет ежедневно, ежечасно, в том числе путем сбора граждан, проведения собраний в коллективах, выступления на предприятиях, перед детьми, в школах, в садиках. Вообще упор делаем на учебные заведения. И хочется сказать, что в преддверии завтрашнего праздника, который будет профессиональный день, День государственного пожарного надзора, отмечается 18 июля с 1927 года, когда он был учрежден. Именно орган, который отвечает за профилактику пожаров в системе МЧС России. Уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники Государственного пожарного надзора, разрешите вас поздравить с профессиональным праздником, Днем государственного пожарного надзора, который мы с вами отмечаем с 18 июля 1927 года. В этот день был подписан приказ о создании такого органа, как Государственный пожарный надзор. Желаю вам всего самого лучшего, самого доброго, самого хорошего, чтобы на вашем жизненном пути было как можно меньше загораний и как можно было больше спасенных жизней благодаря вашей профилактической работе. Желаю вам, чтобы ваши семьи были крепкие, здоровые, чтобы над вами всегда было ясное небо, и чтобы вы работали на пожаре в исключительных случаях. Основная задача у нас с вами – это профилактика пожаров.